Я – единственная уйгурка, женщина-оператор дрона в китайской армии. Майор – преподаватель Урумчинского филиала Армейской академии прибрежной и пограничной обороны. Когда-то я ходила вдоль государственной границы и видела, как солдаты патрулируют на машинах, лошадях или в пешем порядке через горы. Тогда я мечтала, как было бы здорово, если бы высокотехнологичные беспилотники помогали защищать рубежи нашей Родины. Меня зовут Чимангуль Анвар. Моя работа – готовить операторов дронов для защиты границ. Я помогаю солдатам обрести крылья, чтобы они, словно орлы, патрулировали 40 тысяч километров сухопутных и морских рубежей нашей страны. Я родилась в военной семье. 11 лет назад, когда я только поступила на службу, мой отец Анвар Буят протянул мне 11 толстых дневников. Он сказал: «Это дневники твоего деда. Он прослужил 39 лет. Это наша семейная реликвия, и теперь я передаю ее тебе». Дневники моего дедушки, Буят Насыра, это его военный путь. Каждый его шаг, каждое дело вдохновляют нас и ведут за собой. В детстве мой дед пас овец у помещика. После основания КНР он стал одним из первых солдат уйгуров. Сквозь страницы этих дневников я всем сердцем чувствую его безграничную преданность партии и родине, а также его стойкость и дух несгибаемости. Когда я только училась управлять дронами, мои результаты были самыми низкими в группе. Проходной балл тогда не превышал 20%, и я была в полной растерянности. Мой отец, отслуживший 42 года, позвонил и сказал: «Ты военный человек, не смей легко сдаваться, ты обязана справиться». А дед в своем дневнике написал: «Революционный военный не бросает слов на ветер, перед лицом трудностей никогда не опускай голову». Чтобы подтянуть успеваемость, я летала днем при любой возможности, больше, чем другие. А ночью не ложилась спать, пока не выучивала все маневры. Однажды, думая о том, как лучше выполнить полет, я упала с метрового помоста, порвала одежду и поранила руку до крови. Но я не сдалась и завершила дневную программу тренировок. Через 3 месяца я получила заветное удостоверение пилота дрона и стала с огромной честью первой женщиной-оператором в армии. Мой дед был пограничником. Перелистывая его дневник, я часто вижу записи: «Нужно учиться, учиться без остановки, чтобы стать лучше». Вернувшись с учебы, я постоянно думала, как помочь солдатам лучше охранять границы. Беспилотники могут не только расширить обзор пограничников, у них есть гораздо более широкий потенциал. Сейчас мы разрабатываем технологии распознавания сетевых карт и другие новейшие методы для применения дронов в пограничной обороне. А также внедряем технологии точного сброса для доставки грузов при авариях, эвакуации и материально-техническом обеспечении. Я верю, что в недалеком будущем беспилотники смогут полностью раскрыть свой потенциал в обороне границ. Мой дедушка прослужил 39 лет. Многолетние тяготы лишили его жизни. Он ушел, не дожив до 60 лет. Отец часто говорит: если бы дед увидел мои нынешние успехи, он был бы очень счастлив. Я знаю, когда отец вручил мне его дневники, я должна была не просто внимательно их прочитать, но и продолжить его дело. Дед всю свою жизнь защищал родину, платил добром партии и служил народу. В его дневнике сказано: «Я буду абсолютно преданным революционным бойцом. Даже если поднимется тайфун силой 12 баллов, я не дрогну». Эту верность дед хранил 39 лет, отец хранит 42 года. Думаю, я тоже буду хранить ее.